Понятное дело, что есть презумпция невиновности. Никто не говорит о том, что здесь, так скажем, этот приговор является окончательным и не подлежит обжалованию. Хотите обжаловать, пожалуйста, обжалуйте, есть презумпция невиновности, двигайтесь дальше. А вот что касается институционального кризиса, этот институциональный кризис должен быть устранен в самый короткий срок. То есть его не устранить? Хорошо, с одной стороны, предполагаем, что вот этот вопрос разрешится в ближайшее время, и теоретически можем предположить, что апелляционная палата оправдывает, да, Евгению Гуцул, и, естественно, она занимает свою должность. А если, да, вот не будет оправдательного приговора, и будет тот же самый обвинительный приговор, пускай будет даже условный срок. Но в истории Ильи Узына появится возможность написать, что я был не 3 месяца исполняющим обязанности, а был 6 или 7 или 9 месяцев. Вот что будет. А что еще должно быть интересного для автономии? А если откроем уложение и прочитаем там соответствующее положение? Так кто на то положение, как говорит Лена Федоровна? Сейчас кто следит за тем, чтобы это положение? Смотрите, мне кажется... Самая главная проблема нашей автономии, что у нас здесь никто больше не занимается закон. контролем. Никто. Я понимаю. Я сейчас вам объясню, почему так происходит. Потому что не в обиду будет сказано. Гагаузской республики нету, мы празднуем 35-летие Гагаузской республики. Референдум не был признан, и что касается последствий референдума, тоже никто не может определиться. Мы празднуем. Что касается Дня уложения Гагаузии, естественно, никто не празднует. Вот почему происходит. Потому что документ легальный, является высшим законом, никто не празднует День уложения. А то, чего у нас нету, мы празднуем.